Сегодня раннее утро. Мы находимся в селе Верхний Дай, откуда мы направляемся на Верхний Чеберлой. И вот уже видна дорога на Верхний Чеберлой. Вон нам куда подниматься надо, на эту гору. А может, оно и к лучшему, что то место, куда мы поднимаемся, практически безлюдно. Природа постепенно стирает все следы человеческого пребывания и, как бы обновляясь, предстает перед нами в своем первозданном виде. Дорога, конечно, оставляет желать лучшего. Вот промытые места. И вот он, Верхний Чеберлой. Погода стремительно портится, и на солнце уже надвигается туча. Уникальность места, в которое мы попали, сложно представить. Мы ходим словно по развалинам дворца царя Миноса где-нибудь на острове в Средиземном море. И вот мы видим потрясающей красоты сооружения. Потрясающий! Когда-то в этих камнях люди прятали свое имущество, ценности, оружие. Многое из этого было найдено. Многое так и остается лежать в тайниках полуразрушенных домов. Село Арсой находится далеко, и добирались мы сюда долго, но оно того стоило. Понять культуру народа можно только походив среди камней под пронизывающим все насквозь ветром. В данное время мы находимся на территории Арсой, Веденского района. Это Нижний Арсой называется фактически. А потом отсюда переехали в Верхний Арсой. Это недалеко отсюда, где-то 1,5 километра. Есть здесь старые кладбища, есть старый мечеть, где раньше было. Ну, как вы сами видите, сейчас остаются одни развалины. Люди в данное время здесь не живут, учитывая трудности дорожные. Света нет, газа нет, как видите, лес нет, топить нечем. Ну, трудности есть. Это бывшая территория Чеберлоя. В Чеберлойском районе были несколько хуторов. Сама система была хуторская. Их названием Ихорой, Кулинаул, Харкарой, этот самый Арсой, потом Садой, Хиндой, Басхой, Буниаул, Ариаул, Цикорой, Тундук, Жилашки. В самом Макажой 3 аула называется. Гатаул, Полеаул, Албигаул. И везде жили люди? Везде жили. И потом дальше Кизиной и Самохой. Вот было 5-6 сельских советов до выселения. 14 тысяч, говорят, человек здесь проживало. 17 тысяч. 17 тысяч. Это начиная с Шараргуна и по Верхнему Чеберлу, если вместе взять. Мы выходцы из Нашхоя. Наш 14 отец выходцы оттуда по имени Ураш. Вот они переселились в Макажое, засели там и родовая башня. Вот потом мы какое-то время наши предки жили в Макажое, оттуда мы переехали в Буниаул. В данное время мы живем в Буниаул. Вот. И у нас в Буниауле есть название одного родника Нашхойхи.
Это говорится о том, что когда-то, приезжая, они там или молились, или кастрюлю, ну, пищу вроде готовили, что-то об этом говорит. Название этой родника. Вот есть Шамиль-Рот. Вот Шамиль-Рот, имам Шамил, когда приехал... Он тоже здесь ходил, да? Да, да. Название имам Шамил есть место у нас. Это тоже недалеко от нашего села, где-то в пределах 1,5 километра, самое больше. А вот здесь вот люди уже давно не живут. После выселения уже не жили вот в этих вот домах. После выселения на верхушке Верхнего Чеберлоя 244 семей было. Было. Приехали, их пустили сюда. Хотели жить. А потом их не один раз выселяли. 3-4 раза выселяли. Я помню, наш отец не хотел поехать вниз. Он Макажов взял участок, хотели переехать туда. Ну, там потом что-то изменилось. Тунджаули, Буни разрешали жить, а Арсой не разрешали, Хиндой не разрешали, Басхой не разрешали, Ригах не разрешали. В общем, только Макажоя, Буни и Хоя, вот это в 4 местах разрешали. Это тоже поздно было. Вообще скотоборством заниматься тоже не разрешали. Вот. А здесь вообще чем занимались? Сено также заготавливали, как сейчас, или скотоводством занимались? Занимались скотоводством, сено заготавливали все вручную, но опять не давали ни содержать скот, ни заготовить. Сено при советской власти, как вы знаете, делили сено пополам. А заготовитель приезжал, жирный скот, если у тебя есть, хвост отрезал. А с чем это связано? Боялись, что люди будут богато жить? Это, я не знаю, это, наверное, тонкая политика была, чтобы, если люди живут, сюда надо было дорогу делать, свет делать, какое-то условие создавать. А создавать то ли средства не хватало, или людей, рабочая сила внизу нужен был, я не знаю. Но они же здесь жили много. Но они хотели, стремились сюда. Нам не давали жить, не давали. Было 244 семьи, потом они уехали. Басхой, например, в данное время никто не живет, там было 13 семей при мне. Вообще сейчас на этой огромной территории, если посчитать, наверное, человек 10, наверное. Человек 10 даже нет. В данное время, которые круглый год здесь живут, 3 человека. 3 человека 3 на этой человека, территории. да. Из 17 тысяч. Да. Потрясающе, потрясающе. Вот это Харкорое село. Да, башня Харкова. На той стороне вот башня. Вот пещеры, в которых люди жили 15 тысяч лет назад. У них даже верх пещеры, потолок, весь в копоти, весь черный. Они жили, жгли костры. Потом здесь жили наши предки, когда пасли здесь стада овец, бычков. Они тоже заходили сюда. Потом, когда при выселении прятались здесь люди, тоже полностью весь вот этот вот склон в пещерах. И вот, уважаемые товарищи телезрители, посмотрите по сравнению с человеком, какой огромный этот камень. Мы предполагаем, что это и есть древнейшее место, где собирался совет старейшин. Вот оно так обложено камнями. Ну что, Даш, как впечатление от села? Очень даже интересное место здесь. Где мы ходили, я еще не видел такое интересное место. Даже отсюда видно Дагестан. В 79 году, когда я ходил старикам туда, понимаешь. Вот наше Тукум собирался место, вот это похоже. Вот это похоже, даже. Да. Здесь ни один чебарлоец не знает про Чеченские республики. Никто не знает именно в каком месте они собрались. Все вот такие придумки всякие. Там. Вот где мы ходили, именно вот это место похоже. По Чебарлойскому району тоже мы ходили, верным Чебарлой. Нижним мы знаем, точно это нету места, которые собирались старики. Но это вот и самое высокое место, и самое красивое место. Да, получается, в самом середке даже, со всех селах люди, которые собираются. Оттуда отовсюду видно это тропинка место. Я видел, там по ущелью сюда переходит. Вот в других местах тоже. Вот. Самый центр вот это. Арсой, можно сказать. Вот. Все сюда собрались. Да, вот такие большие самые с камнями сложенные кладку мы нигде не видели по Шатойскому району.
Именно здесь Арсхое это все. Так четко сложено все. Посмотрите, уважаемые товарищи телезрители, отечественная кладка. Какая ровная, хорошая, но камни потрясающе огромные. Вот здесь вот и вот там вот дальше можете видеть. Тоже интересная кладка с огромных камней. Такого я не видел ни по одному району, кроме этого. А, вот есть тоже петроглифы. Смотри, 2 скобочки. Вот, 3 даже скобочки, 3 рода. Старое, не старое, неизвестно, но есть. Это какой Дагестан это? Дусудри написал, что ли? Что-то непонятное. Непонятно, очень даже непонятно. Петропавловке живет, да? Акариш это писал. Здесь год, по-моему, вот это, 1979. Да, 79-й, точно. 1979-й Акариш. Да, да. Акариш. Адис говорит, это Петропавловке живет, Акариш. Он жив, да? Да, жив. Младшая Адиза, Адиз так рассказал мне. Акариш жил, он будет знать историю про это Арсой. Адаш, вот мы вчера были в Нижнем Арсое, да, так село называется, Да. и видели там надпись на стене. И вот сегодня мы нашли этого человека, который 35 лет назад начертил эту надпись. Да, да. В 72-м году, наверное. 72-й там? 79-й, по-моему, 9-й, год. да? 79-й год. Да, это моя надпись. Это ваша надпись, да? Я писал это. То есть вы, получается, последний как бы житель этого села? И последний, и можно сказать, и первый житель. И там же и родился, там и жил. Вот последнее вот это военное разрушение, после этого ушел оттуда. А летом, каждый летом там было и сейчас тоже. Вот эта местность, которую вы говорите, это старейшее место. А даже старики, кое-как как легенды называли, это где-то совет или подобие совета был, не знаю, собирались люди. И там сход подобный, наверное, скорее всего сход был. Подобие схода там. Да, такое. А после этого это место, скорее всего, она, как мы молимся, это, скорее всего, после этого мечеть. Но мечеть в то время не такой мечеть, как у нас сейчас закрытый. Открытый мечеть, подобие такое, это старейшее место. Что еще сказать? После этого, вот это до выселки, старики там мололи зерно. Там мельница была? Как не мельница. Там как делали? Скосил зерно, ячмень, пшеница. Это вот такие это кучки делали. Потом с быками мололи они. С лошадьми, с быками мололи. Каменные плиты. Да, каменные. Да? Каменные. Были плиты деревянные. Вот это у нас и сейчас тоже находился. Вот этот, когда после этой войны уже испортился. Не знаю, куда делся, не нашел я. Было это. Не Алласуна. Двери вот так называли их. Это на бика цепили и таскали сверху, молоды. Теперь солому убрали и зерно хада. Вот, уважаемые товарищи телезрители, раскрылась тайна больших камней. Оказывается, большие камни, вот нам свидетель говорит, они были из башен. Да. Там стояло 3 башни. Да. А вот это остальные камни добивали вот с этой стороны. Вот сейчас мы на телефоне смотрим это село. Вот здесь добивали эти камни. Вот отсюда вот это 3 башни, это верхнее село. Он-то Алсунах. Он-то тоже Адис говорил нам. Да, это село построено из этих камней, из этих башенных камней там. А чем занимались? Что выращивали? Скотоводством, земледелием? Земледелие, сажали, пахали, картошку, ячмень, там пшеница, черная пшеница называли, это горные. Раньше сажали это, да. И ячмень не сейчас, как такой не был, кругленький такой ячмень был. Это сорт, который в тяжелых условиях мог выжить. Это весной сажали, не осенью, а весной. Рожь
тоже посадили, там рожь уже. А я слышал, где-то на склоне, где вот казино Ям, солнечная страна, там даже виноградники были. Этого я сказать не могу. Почему? То есть таких Для сведений винограда нет? там холод, мороз больше. Да? На морозе, да. Вот фрукты тоже сейчас вот в последнее время начали чуть-чуть появляться. Раньше и фруктов тоже не было там. В основном пчеловоды. Ну, людей раньше много там Да. было. Ну, Много до людей? выселки 63 хозяйства было. 63, да? Да. А до этого сколько раз менялось, не знаю. Ясно, спасибо. Ну, нам очень приятно, что мы вас нашли. Вот, что вы в добром здравии пребываете. А такую кладку из камней можно встретить в селе Борзой Шатойского района. И там, и здесь плоские камни чередуются с большими квадратными. И вот сейчас мы будем искать отголоски древних племен. Пройдет еще лет 10-15, и не останется живых свидетелей огромного и интересного периода в истории чеченского народа. А безмолвные камни при всем своем желании мало могут рассказать. Поэтому нужно спешить видеть, ходить, говорить и получать огромные впечатления. Погода резко испортилась. К тому же у нас закончился бензин. Сейчас у кого-нибудь 5 литров попросим и назад в Верхний Дай. Экспедиция на Верхний Чеберлой завершена.